В эфире Якутия-24 мы продолжаем наш выпуск. Сегодня, 17 февраля, участники якутских студенческих отрядов отметили свой профессиональный праздник. День российских студенческих отрядов учредили по указу президента России Владимира Путина. Студенческие отряды – настоящая школа, где студенты приобретают профессиональные качества и опыт работы в коллективе. Это возможность на деле почувствовать свою будущую профессию и реализовать свои знания. На мероприятии побывала Агафья Гоголева. Более 3000 студентов ежегодно трудятся на территории республики и за ее пределами. Якутские бойцы стали участниками масштабных промышленных проектов строительства космодрома «Восточный» в Амурской области, проекта Всероссийской студенческой стройки «Север» на Чаиндинском нефтегазоконденсатном месторождении в Ленском районе, строительство атомной электростанции в Челябинской области и многие другие. Кроме этого, ежегодно студотряды помогают муниципальным образованиям по направлениям строительства, сельское хозяйство, путинные работы, сервисные и педагогические отряды. Наши путинные отряды ежегодно выезжают в Камчатский край на переработку рыбы. Наши вожатые работают в лагерях детских, так как воспитывают подрастающее поколение, так сказать. А наши сервисные отряды с прошлого года выезжают за пределы региона и оказывают сервисные услуги в гостиничном комплексе. И в дальнейшем данное направление имеет всю перспективу развития у нас в регионе, так как туризм у нас развивается. Мы также развиваем отряд проводников. С этого года мы плотно начинаем по данному направлению работать, потому что пассажирские перевозки у нас уже начались, а отряды еще не функционируют. В этом году ребят также ждет много интересной работы как в республике, так и за ее пределами. Рабочий сезон торжественно откроют в мае месяце. С сегодняшнего дня день начала официальной агитационной кампании в ряды студенческих отрядов. Среднюю зарплату в прошлом году считали порядка, больше 30 тысяч рублей, но это просто средняя температура по больнице, скажем так. Конечно, есть ребята, которые до 100 тысяч рублей зарабатывают, поэтому все зависит от квалификации, от опыта, от тех навыков, которые ребята сегодня имеют. До наступления рабочих будней ребята пока учатся и помогают в проведении различных мероприятий. В течение года у нас проводится очень много мероприятий. Можно сказать, там Новый год, 17 февраля, праздники календарные, и баллы, в основном праздники, связанные с молодежным движением. По словам организатора, в этом году будет вестись усиленная работа по направлению сервисные отряды, так как данное направление имеет все шансы функционировать круглогодично. Здесь будут задействованы официанты, повара, охранники. Агафья Гоголева, Павел Пахомов, Якутск.